Уже ясны практически окончательные итоги. Добавить по вопросу общему подходу к вчерашнему можно только то, что мы теперь видим, что целью организации таких выборов было фактически получение для «Единой России» конституционного большинства. И это подтверждает в том числе еще увеличившаяся явка за ночь, значит, с 39 там, по-моему, до 48. Но хочу сказать следующее, что да, мы в течение года говорили о том, что сентябрь этого года будет очень важным месяцем, поскольку мы подходим к такому к историческому перекрестку. Перекрестку, на котором Россия должна определиться, в какую сторону она идет. Или она продолжает идти вот по пути закручивания гаек и продолжает идти по этому курсу самоизоляции и считая, что кругом враги, или в России начнутся плавные перемены. Это был хороший шанс для Путина. Путин руководит страной, Путин руководит всем. И, конечно, то, что этот шанс он не использовал, это большая, я скажу так, трагедия для страны. Поэтому, говоря о том, что выборы не были свободными, выборы не были честными, результаты выборов не были достоверными, конечно, вывод один, что эти выборы не были легитимными. Это означает, что сформированная по их итогам Государственная Дума не будет являться легитимным органом власти. Левада-центр, перед тем, как он был объявлен иностранным агентом, а именно за это он был объявлен иностранным агентом, Левада-центр опубликовал в конце августа этого года опрос, по которому было ясно видно, как много теряет партия «Единая Россия». Она потеряла за несколько месяцев около 8% голосов, с 39, опустившись до 31% среди тех, кто готов идти голосовать. В то же время партия оппозиции и наша партия Народной Свободы и партия Яблоко возрастали, их популярность возрастала. И если суммировать, будем голосовать наверняка и будем голосовать, скорее всего, за эту партию, то обе партии получали каждая примерно по 6-8, даже 9% голосов. Безусловно, та тенденция, которая была в конце августа, она продолжалась. Экономическое положение ухудшалось, люди возвращались из отпусков. Можно предположить, что реально сейчас «Единая Россия» имеет где-то 25-27% голосов, а обе партии оппозиции несколько больше, чем тогда. Между тем, как вы видите, партия «Единая Россия», в ней нарисовано 54%, нам нарисованы вообще какие-то смешные цифры, по-моему, менее 1%, Яблоку менее 3% и даже, по-моему, менее 2%. Это означает одно, что у наших партий, у партии оппозиции забрали голоса и отдали их «Единой России».